Нагайцы – тюркоязычный народ, проживающий в нескольких регионах России: Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Астраханской области, Ставропольском крае и некоторых других субъектах Российской Федерации, а также в Турции, Казахстане, Румынии и в некоторых других странах. Рассказ о флаге нагайцев начнем, как ни странно, с Турции. В Турции распространена идея о том, что Турецкая республика является наследницей всех древних тюркских государств: гуннов, аваров, сельджуков, Золотой Орды, Тимура, Бабура и так далее. В 1970-х годах турецкие художники-оформители сочинили для всех государств предков Турции их собственные флаги. Изображения этих флагов широко использовались в государственной пропаганде. Собственно, при создании флагов художники действительно старались так или иначе использовать сведения о легендах или материальной культуре тех самых древних государств, чьи флаги они реконструировали, изображения печатей, рельефов и тому подобное. Но синтез этих рисунков и цветных полотнищ был чистой фантазией турецких художников, исторически достоверными эти флаги не являются. Это элемент оформления рисунков, гипотеза о том, какими могли бы быть флаги древних империй. В конце 1980-х годов турецкие плакаты и марки попали на территорию СССР, а изображенные на них флаги восприняты некоторыми как чистая правда. Среди этих флагов был и флаг государства великих тюрков, синее полотнище с зеленой головой волка. Очевидно, что основой для именно такой реконструкции флага стала легенда о волчице, вскормившей прародителя всех тюрков Ашина. Легенда о прародителе тюрков Ашине существует в различных вариациях, но все они связаны с чудесным избавлением племени от вымирания с помощью волчицы. Согласно одной легенде, племя прародителей тюрков было истреблено врагами, спасся только один изувеченный мальчик, его укрыла и выходила волчица. Позже волчица родила от него 10 детей, один из которых, Ашина, стал прародителем всех тюрок. Другая легенда упоминает уже гунский род Ашина, который также был полностью истреблен врагами, и только одна беременная женщина нашла убежище в волчьей берлоге, но и там умерла от ран. Родившегося в берлоге сына вскормила волчица вместе со своими 6 волчатами. Став взрослым, мальчик стал прародителем всех тюрков. Видимо, именно этот фантазийный флажок государства великих тюрков и послужил основой для эмблемы и флага нагайцев, которые решено было разработать к планируемому празднованию 600-летия нагайского эпоса Эдиге. Рисунок волчицы выполнили в 1991 году заслуженные деятели искусств Дагестана Сраждин Батыров и Кашали Зармамбетов. Флаг представляет собой сине-голубое полотнище с изображением волчицы Кок-Бойри в центре. Как правило, волчица изображается зеленым цветом, а линии прорисовки золотыми, хотя иногда она бывает золотой или темно-синей. Крылатая небесная волчица символизирует род Ашина, от которого все тюрки ведут свою историю, олицетворяет воинскую силу, волю и упорство на пути к цели, древние традиции и ратную славу нагайского народа. Оттенки синего цвета, светло-голубой, небесный и темно-синий, символизируют духовный мир предков нагайцев, небесных тюрков, чистое безоблачное небо, спокойствие, бесконечность и гармонию Вселенной. Золотая кайма символизирует солнечный свет, озаряющий мир, богатство и благоденствие. Флаг с изображением волчицы широко использовался в 1990-е годы, но начал подвергаться критике в начале 2000-х годов. В частности, волчица называлась языческим символом, неприличным для нагайцев, которые сложились как народ уже после принятия Золотой Ордой ислама в качестве главной религии. Именно из соображений уважения к религии Совет Московской национально-культурной автономии нагайцев России в 2007 году утвердил в качестве исторического и культурного символа нагайцев белый флаг с тамгой. Автор этого флага, Мурат Заргишиев, рассказывал, что при анализе героического эпоса 40 нагайских богатырей обнаружил упоминание белого знамени Мамая при его приезде в Крым, 16 век. По свидетельству современников, ученый архидиакон из Сплита, в европейском походе Бату-хана и Нагай-хана, 1241 год, ими использовались белые и черные знамена с бунчуками из конских волос. Возможно, выбор белого цвета был продиктован и тем, что именно белое знамя часто упоминается в жизнеописании пророка Магомета, при открытии Мекки, в походе на Византию. На белое полотнище флага Заргишиев поместил круг, внутри которого тамги Нагай-хана, давшего имя народу нагайцев, и Беклеребека Эдиге, основателя правящей в Ногайском ханстве династии мангытов. Однако сложно назвать данный флаг исторически верным, потому что взята тамга у ногайского рода Мансуровых с Карачаево-Черкесской республики за основу. Они выступают как потомки Эдиге, но вот только они все перепутали.
Те Мансуровы – это не потомки Эдыги. Это пришлые волжские татары, которые перешли в эти края в 30-х годах в связи с голодом. Поэтому на флаге снизу тамга волжских татар, а сверху остроконечный тарак, который был взят с Волжской Булгарии. И вот только совсем недавно нагайцам удалось воссоздать реальный исторический флаг. Нагайский флаг представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением сторон 2:3. На флаге изображен белый круг с ободком, диаметр вместе с которым равен 1/3 длины флага, а центр находится на пересечении диагоналей. Внутри белого круга размещается красная тамга. Красный флаг, Кызыл-Байрак, исторически бытовал у всех групп нагайцев. Об этом есть сведения источников и этнографические материалы. В русских летописях, например в лицевом своде Эдиге изображен с красным флагом. Научный сотрудник Музея истории и культуры крымских татар София Абдураманова пишет: в архиепископском музее в Познане, Польша, хранится флаг татарский 17 века, добытый в кампании 1683 года, флаг захвачен в битве с буджакскими нагаями. Полотно прямоугольной формы с двумя косицами, красного цвета с мелким симметричным узором, окантовка и бахрома по краю черного цвета. О том, что главным флагом нагайцев был красный флаг, сообщает Евлия Челеби. Тотчас же были созваны все воины ислама. Они сели на вычищенных и облегченных коней и стояли, думая, уж не калмыки ли это мчатся. Но в это время показались красные знамена, зеленые санджаки и байраки, и все татарские воины успокоились, когда они поняли, что к ним на помощь подходят воины ислама. Это подошли большие нагаи и малые нагаи и нагайцы Шидика, Адиля, Кор-Юсуфа, нагайцы племен Чебана, Навруза, Деви, Исламбека, Урмамета и другие. Подошло 140 тысяч удачливых в добыче татар, то есть нагайцев, из всех племен. В татарских, ордынских знаменах, дошедших до нас, наблюдается преобладание красных знамен. Часто использовали знамя с шелковыми квадратами красного и оливкового цветов и орнаментальным мотивом бодом, пишет Сёркина Г. В своей работе «Магическое воздействие композиции коврового орнамента». Нагай крымского юрта, к которому подчинялся и малый нагай, использовали красные знамена, о чем говорит исследователь Гульнара Абдуллаева. Имеются и полевые данные о том, что у нагайцев Кубанской Орды, которая была последним государством нагайцев, был именно красный флаг. К сожалению, споры по поводу того, какой флаг должен быть главным флагом нагайского народа, не утихли до сих пор. Например, Совет депутатов Нагайского района Дагестана в 2019 году утвердил флаг района на основе нагайского флага Заргишеева, белое полотнище с тамгой Нагая хана. Автор проекта Д.А. Аразбаев. А в Нагайском районе Карачаево-Черкесии в 2011 году утвержден флаг с волчицей. Союз нагайской молодежи использует синий флаг с тамгами, а общественная организация национальной консолидации нагайцев Берлин. Единство, эмблему в виде волчицы. Однако многие уже начинают использовать красный флаг с тамгой Нагая хана, и это не может не радовать.